В результате оперативно-розыскного мероприятия оперуполномоченные управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва установили, что ранее судимый 47-летний житель города Кызыла на территории своего частного домовладения организовал наркопритон. Полицейские зафиксировали факты предоставления помещения наркозависимым лицам в период с февраля по июнь текущего года для изготовления и употребления наркотиков опийной группы. В отношении организатора наркопритона, ранее судимого 47-летнего жителя Кызыла, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Фигурант дал признательные показания. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. При обследовании территории домовладения на улице Коммунальной сотрудники обнаружили предметы, которые применяли для изготовления наркотических средств. В частности, по дому были разбросаны шприцы и емкости с веществом коричневато-оранжевого цвета. Помимо этого, полицейские обнаружили пустые пачки от семян мака, бутылки из-под уксуса. Исследованием, проведенным экспертами и криминалистами, установлено, что в изъятых емкостях и шприцах находилось более 35 граммов экстракта маковой соломы. В момент проверки в наркопритоне вместе с фигурантом находились двое мужчин 1971 и 1976 годов рождения, которые для установления личности были доставлены в полицию. Всего за прошедшую неделю в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков возбуждено 6 уголовных дел, составлено 12 административных протоколов, из незаконного оборота изъято более 120 граммов наркотических средств. В продолжении темы. Наркоситуация в регионе, особенно в летний период, когда начинает расти конопля и у граждан имеются широкие возможности по ее незаконному сбору, находится под особым контролем МВД по Республике Тыва. Были проведены проверки за ходом уничтожения дикорастущей конопли на территории городов Кызыла и Агдавурака, поселка Кахем, Пихемского, Барунхемчикского, Тандинского и Кахемского районов. Напомним, что проведение работ по уничтожению зарослей дикорастущей конопли запланировано в рамках реализации государственной программы. Инна Каян, Мирана Иргит, Тыва 24.